Я еду в Нижний Египет, чтобы привести крестьян для сословного собрания. Ну что ж, конечно, Рамзес волен созвать его когда угодно. Фараон свободен в этом. Но только я убежден, что Рамзес ничего не сделает для народа. Он ничего не умеет, ничего не понимает. А все же он правит. Править-то он правит, но как? Открыл новые военные школы, умножил число полков, вооружил весь народ. Обещает праздники простолюдинам. А какой смысл в этом, а? Он правит, этот зеленый юнец. То есть кажется, что он. Я страной правлю, пойми, Пентуэр. Это мною сокращены поступления налогов в казну фараона. Но зато я же не позволяю вспыхнуть бунтом крестьян. Я приказываю прорывать каналы, строить плотины и дороги. Я уже 2 раза предупредил войну, готовую начаться от того, что в Ассирии встревожены его военными приготовлениями. Чем же кончится твоя ненависть? Ненависть. Разве этот мальчишка стоит моей ненависти? Если бы у Рамзеса был брат, или будь Нитогор помоложе, на троне уже сидел бы другой фараон. Не вы ли, ваше святейшество, стали бы преемником Рамзеса? Ты очень поглупел с тех пор, как занялся политикой по своему собственному разумению. Вы задумали погубить фараона? Египет спасти мы задумали. Что же остается его величеству Рамзесу XIII? Не фараоны, как ты знаешь, создали Египет, а боги и жрецы. Не фараоны измеряют уровень воды в Ниле и предсказывают его разливы. Не фараоны научили народ сеять, выращивать плоды и разводить скот. Не фараоны исцеляют больных и радеют о безопасности государства, окруженного врагами. Разве заслуги фараонов можно сравнить с нашими? И в случае любых разногласий, кто обязан уступить, мы или он?